Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем цикл наших передач «Буддийский путь». И в прошлый раз на встрече с Бабу Алдаром мы вспоминали об истории жизни Будды, о том, кто такой Будда и какое наследие он оставил. И сегодня мы поговорим с Алдаром о том, какое учение оставил Будда. Здравствуй, Алдар. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот Будда, когда он был при жизни, он наставлял людей, он встречался с разными людьми, и о чем он говорил? В чем суть его учения? Чтобы полностью понять, в чем его широкое и глубокое учение, достаточно узнать или понять смысл одного четверостишия. И оно звучит так. Не совершение ни одного злодеяния, а поведение разнообразными добродетелями, обуздание полностью своего ума – это и есть учение Будды. То есть Будда даровал 3 поворота учения. И он оставлял 84 тысяч различных, можно сказать, лекций. И все это время он объяснял о том, как достичь счастья, как достичь полного и правильного, не то чтобы правильного, но скорее можно сказать достоверного счастья, как его достичь, почему мы не чувствуем себя счастливо, и каковы этого причины. Каковы причины счастья? Причины счастья – это, конечно же, добродетели, это хорошие заслуги. Имеется в виду, это всегда будет подарить счастье другому человеку, обрадовать его, осчастливить. А в корне всего этого, конечно же, стоит любовь. Такие вот духовные, или можно сказать, общечеловеческие качества людей – это будет любовь, сострадание, терпение, забота. Также это будет мудрость. И на самом-то деле таких примеров качеств большое количество. Но мы иногда, опять же, не можем правильно понять, да, вот любовь. То есть мы думаем, что любовь, а на самом деле это привязанность. Мы думаем, что это помощь, но мы делаем вред. То есть у нас нету более такого отшлифованного понимания чистого счастья, истинного состояния, ну, прям покоя, любви. Наше представление о хорошем, оно тоже искажается. Оно не... Мы думаем, мне кажется, что люди, они вот не настолько, можно сказать, распустились, и вот как-то собраться в хорошее направление, делать хорошие добра, это стало очень трудно. Как вы думаете, почему? На самом-то деле делать добро это очень легко. То же самое поздороваться с прохожим, с любимым человеком, улыбнуться ему, уступить место в маршрутке, помочь кому-нибудь донести вещи. Это все есть хорошие вещи. Или, например, вежливо вести с собой с сотрудниками какого-нибудь торгового центра или кафешки. Все это тоже добрые дела. И на самом-то деле добрые дела, они этими не ограничиваются. Потому что есть еще и добрые слова. Это будет вежливая речь, это будет понимающая речь. Также есть добрые мысли, это желание всем людям, не только своим родным, но и всем людям в общем хорошего дня. И желание, чтобы все они были счастливы. То есть, как я сказал, счастье, оно достигается тогда, когда мы совершаем добро, добрые поступки. Но то есть, если
сказать это на языке буддизма, это означает, мы должны собирать добродетельную карму. То есть добродетельная карма это и есть уже причина нашего счастья. А она разделяется в 3 видах. Это добродетельная карма наших поступков, нашей речи и наших мыслей. То есть даже когда мы думаем о хорошем, мы уже изменяем этот мир, ну относительно нас самих, мы уже изменяем этот мир так, чтобы он уже играл яркими и красивыми красками. И на самом-то деле это очень верно, что все исходит из нашего ума. Что мы сами творим этот мир, мы сами творим жизнь. И, например, мы своим позитивным настроением, своим зарядом можем также заразить других людей, заставить их почувствовать так же хорошо, как и мы. То есть это на самом-то деле тоже очень важно. Также стоит сказать, какие есть причины нашего страдания. Это всегда такие, можно сказать, больные или нездоровые, негативные эмоции. Почему они нездоровые? Потому что они вредят нашему не только телу, но и нашему уму, нашей психике. Что это? Например, это будет гнев, это будет зависть, это будет неведение, привязанность, алчность, скупость, гордыня и так далее. Тоже это большой список. И Будда, он даровал наставлений, всего он даровал 84 тысячи наставлений. И это потому, что в нашем уме есть 84 тысяч негативных эмоций. То, что заставляет нас чувствовать плохо. И каждой эмоции, если сравнить это яду, то есть и свое лекарство. А это уже позитивная такая хорошая эмоция. Но на самом-то деле эмоция слова это тоже неправильно. То есть в самом тибетском языке есть понятие слова семджун. Семджун это то, что это умы, которые появляются из нашего сознания. Если говорить образно, чтобы понять на примерах, это можно сравнить с Солнцем. Солнце это наше сознание, а планеты, спутники, кометы, которые вращаются вокруг него, это есть наши эмоции, наши те самые умы, которые появляются из сознания. Так вот, и чтобы понять разницу между любовью, между привязанностью, между уверенностью в себе и между высокомерием, чтобы знать разницу, например, между гневом и раздражением, тоже это надо каждый раз. Я не хотел бы говорить практиковать, но замечать эти эмоции и надо с ними здороваться, то есть познакомиться, что такое гнев, что такое раздражение. И уже нужно искать основу этих эмоций. И в основном любовь, она тем-то, многие считают, что любовь это такая проказница, что любовь, она доставляет так много проблем. На самом деле они не понимают разницу между любовью и между привязанностью. Любовь, она зиждется на сострадании. То есть это и есть хорошее, можно сказать, качество человека. Оно проблем доставать не может по определению. Но уже привязанность в любых формах, она приносит нам боль. Она приносит нам какие-нибудь тоже раздражающие воспоминания. Из-за привязанности мы начинаем грустить. На самом деле привязанность и есть проказница нашей судьбы. И как раз многие люди считают, что не могут понять, в чем разница между любовью и между привязанностью. Любовь, например, это не та любовь, которая появляется между мужчиной и женщиной. Любовь, она имеет более широкий смысл. И можно сказать, любовь – это слово «люблю», а привязанность более как нравится. И раньше Будда говорил такую притчу. К нему есть такая притча.
Один ученик подошел к Будде и спросил, в чем разница между любить и нравиться. И тогда Будда сказал, если ты увидишь красивый цветочек, и ты захочешь его оторвать, чтобы посмотреть, какой он красивый, взять его, это значит, что цветочек тебе понравился. То есть у тебя появилась привязанность к этому цветочку. А что значит любить цветочек? Любить цветочек — это означает выкопать его землей и уже каждый день ухаживать за ним. Любовь — это, конечно же, созидательная, но также она требует очень большой самоотдачи от нас, больших жертв. И жертв это имеется в виду не обязательно больших жертв. Даже уделить кому-то время и внимание, грубо говоря, тоже уже становится нашей жертвой. И вот так проявляется любовь. Ну вот. Ну, когда есть любовь, когда есть чувство удовлетворенности, когда есть успокоение, когда есть как бы набор этих положительных состояний ума, это будет и счастье. Потому что мне кажется, что счастье, оно состоит из этих частей. То есть когда сбор, полнота, самоощущение становится таким полным, Знаете, оно что будет самое интересное? переходить за грани твоего За грани нашего обычного мышления. Мгм. И знаете что? Об этом говорили не только Будда и буддисты, имеется в виду учителя, которые растолковывали и комментировали учения Будды. Также об этом говорили в Древней Греции и в Древнем Риме. То есть для греков слово «счастье» имеется в виду, они называли это слово «эвдомония». Эвдомония – это счастье не просто как сиюминутное удовлетворение, а это имеет полное чувство удовлетворения и... Так, я забыл, что я только что сказал. Это полное чувство умиротворения и удовлетворенности от своей жизни. Вот. И таким образом, если размышлять дальше, то счастье это не просто, это не какая-то цель нашего человека, это не цель нашего существования. Счастье это следствие наших поступков, это следствие нашей жизни. И я забыл имя этого автора, очень известного, но он также сравнил счастье с бабочкой. Мы как бы много мы не гонялись за этой бабочкой, она никогда к нам не прилетит. Мы будем гоняться ею, бежать по кустам, по всяким, по кустам, по деревьям. Но мы никогда не сможем поймать эту бабочку, потому что она будет бояться нас и будет улетать. Но если мы будем спокойно сидеть, можно даже сказать, наслаждаться тем, что окружает нас вокруг, тогда эта бабочка сама к нам прилетит. И таким образом именно наша нравственная жизнь, именно наше заботливое отношение к другим людям, именно наши хорошие мысли, это и уже есть причина нашего счастья. И счастье, оно потом не придет, то есть это не будет какое-нибудь состояние, это не место, куда можно будет просто встать на ноги. Это состояние нашего ума, которое появляется вследствие этих. Но оно никуда не исчезнет, оно не пропадет. Это состояние ума, это любовь, ощущение удовлетворенности, оно будет всегда, оно не погаснет, да? То есть когда-то она, появившись, никогда не исчезает. Или как, или всегда ее как поливать тоже, как цветочек, взращивать всегда. Счастье, оно изменчиво по своей природе и разделяет два вида счастья. Счастье внешнее, имеется в виду материальное, и счастье внутреннее. Внешнее или материальное счастье – это то счастье, которое мы получаем извне. Например, хорошая одежда, для некоторых людей это красивая прическа, вкусная еда.
умопомрачительно прекрасная музыка. Я даже недавно сходил на концерт, и я просто помню это прекрасное звучание музыкальных инструментов и красивых голосов артистов. Также это могут быть вкусные запахи. И, конечно же, это теплые, мягкие прикосновения. Все это приносит нам не счастье, а всего лишь удовольствие. А вот это удовольствие, которое мы получаем извне, отличается от настоящего счастья тем, что оно сиюминутно. Оно появляется, потом исчезает. Вот, и мне даже появилось, по-моему, в современном мире такое понятие, как серотониновая игла. То есть вот эти вот наши удовольствия, всплески удовольствия, это есть, когда вот гормоны нашего счастья, они поступают в наш организм. Они вырабатываются в нашем организме, а потом в каком-то момент, они же все равно потом, если не исчезнут, но их станут меньше. И нам захочется еще, и еще, и еще. Вот. А вот уже внутреннее, есть понятие еще внутреннее счастье. Это счастье, которое мы получаем из внутреннего нашего ума. Имеется в виду из наших качеств, которые присутствуют с нами всегда. И самое интересное, что любовь, забота, сострадание, они всегда присутствуют в нашем сознании. Они всегда с нами. Но просто из-за того, что мы больше нацелены на внешний мир, мы забываем, мы уделяем меньше внимания нашим внутренним качествам. Вот. Да, и таким образом, счастье, оно всегда с нами, надо просто это заметить. Вот так вот. А однажды заметив, наверное, потом нам, поняв этот вкус, поняв смысл, нам всегда, наверное, захочется жить так, в лучшую сторону, ощущать всегда вот это вот счастье, как постоянное такое счастье. Да, и как я сказал, счастье это не какой-то продукт, это не какая-то вещь, и это не цель. Это следствие, это состояние нашего ума. То есть от того, что мы дарим в мир, имеется в виду другим людям добро, вследствие этого наш ум уже немного трансформируется. Он начинает... Так, я не хочу говорить непонятные термины, но как бы это сказать, наши мысли, они выстраиваются на более высокий уровень, на более высокие, как бы сказать, колебания. Эти колебания, они уже по своей природе созидательны. И я бы не сказал, что хотелось бы все еще, еще, еще. Просто это такое состояние, когда и мир прекрасен, ты себя чувствуешь хорошо. А если ты видишь изъяны мира, то ты не впадаешь в отчаяние, а наоборот хочешь изменить этот мир к лучшему. И это уже будет созидательное сострадание. И вы спросили меня, так как же отличается, так что же такое любовь, которая является важным источником нашего счастья? Любовь, она на самом деле очень проста. Любовь это когда мы просто желаем другому человеку счастья, когда мы желаем ему хорошего. Это уже есть любовь. И выражается она уже во многих-многих-многих аспектах, во многих-многих наших поступках. И на этом нужно концентрировать свое внимание. Ну, как говорят великие учителя, особенно учитель Далай-ламу, что все религии, они говорят об одном, о любви и сострадании, но подходы в взращивании любви, они разные. И это и есть суть как бы самого человека. То есть это... Вот, да. Как раз это касается всех людей. Да. Да. Далай-лама постоянно говорит о том, что любая религия, любое мировоззрение,
оно существует для того, чтобы сделать наш мир лучше, чтобы сделать нашу жизнь лучше. И если мы посмотрим, то и христианство, и ислам, и мусульманство, и буддизм, и, например, индуизм, все они чувствуют, преподают и провозглашают одни и те же ценности. Любовь и сострадание. Для кого-то любовь, она постигается, или можно сказать, отражается в Боге. Для кого-то, например, мирские божества или хозяева местности, это духи. А для кого-то любовь, тоже разные проявления. Но в буддизме любовь, она всегда отражается или она всегда направлена к живым существам. То есть, если ты будешь любить Будду, ты ничего не достигнешь. Но если ты будешь любить такого же человека, как и ты, такое же животное, которое желает счастья, не желает страдания, в этом будет идти развитие. Ну, когда мы проводили исследования по республике, когда мы спрашивали, что для вас ценное для тувинцев, на первом месте это любовь к детям, и ценность детям, ценность к семье, любить, оберегать, защищать свою семью, близких. Это прям на первом месте находится. Это же прекрасно. Да. И нам нужно поддерживать и ценить эту ценность, брать ответственность за жизнь других людей и делать все самое лучшее. Спасибо вам, Баба Алдар, за те знания, которые вы нам даете, передаете. Мы еще раз желаем вам счастья, всего хорошего. Спасибо. И сегодня на передаче мы говорили о счастье, что счастье – это основа всех добродетельных качеств человека, когда собираются все самые лучшие качества: любовь, сострадание, забота о других, помощь другим людям. И буквально 6 июля было празднование дня рождения его Святейшества Далай-ламы, которому исполнилось 86 лет. И он в своем послании говорил о том, что самый лучший подарок для меня это будет тогда, когда вы будете делать добро. И все буддисты нашей республики отмечали и праздновали день рождения его Святейшества и насчитывали мантры, смотрели фильмы, слушали учения из разных каналов. И на этой неделе на горе Дуге поставили наконец-то статую Будды Шакьямуни. Это тоже было связано с юбилейной, с рождением, с святым днем, дня рождения его Святейшества Далай-ламы. И на горе Дуге мы знаем, что есть мантра Om Mani Padme Hum, шестислоговая мантра, которая видна сдалека. Она расположена вот на левой части дуги. Длина этой мантры 120 метров, и слог Хум состоит тоже из 54 метров. И мантру Om Mani Padme Hum сделали монахи из Гюдмета. Особенно большой вклад внес Ген Шакья. И на этой неделе будут отмечать его 49 дней после его ухода из этой жизни. И я считаю, что нужно памятовать о тех ламах, о тех учителях, которые вносят большой вклад, делая добро. И такую же мантру Om Mani Padme Hum реставрируют в Чедыхульском районе рядом с Хуре, в селе Чедыхуля, Хуваксы. И на этом все. До свидания.